Украсть портативный гараж довольно легко. На этих кадрах видно, как вор просто снимает его с машины. По словам владельцев, злоумышленники крадут их с целью дальнейшей перепродажи. Иван Прокопьев уже 2 года пользуется навесным укрытием, и у него есть свой способ избежать кражи. Самый действенный метод для меня – это наезжать колесом передним на гараж. В планах у меня обезопасить еще тем, что сверху на портативный гараж закреплю багажник, прям насквозь прикрутить. И тогда никто не будет стоять, заморачиваться и откручивать гараж с машины. Воровать стали чаще не только утеплители. За машиной следует смотреть еще внимательнее. В столице не прекращаются угоны автомобилей. Также за прошедшие выходные произошло 3 угона транспортных средств. 2 автомашины найдены и возвращены хозяевам, а по одной автомашине ведется розыскные мероприятия. Оставлять автомобиль на ночь на улице весьма рискованно. Однако у водителей в Якутске практически нет альтернативы. Металлические гаражи сносят, а теплых практически нет. Решить проблему, возможно, поможет строительство многоуровневых автостоянок. Первая такая появилась на днях. Жильцам рядом живущим очень удобно. Стоимость парковочного места составляет 8 тысяч рублей в месяц. И мы на парковку принимаем сроком не менее месяца. То есть у нас не проходной двор. Видеонаблюдение, автоматическая система пожаротушения, индивидуальная система отопления на каждом этаже. Это многоуровневая автостоянка лишь начало. По словам директора, в будущем компания планирует развитие и расширение этой деятельности. Из 100 парковочных мест свободных осталось всего 16. По словам руководства, чаще всего пользуются услугами теплой автостоянки рядом живущие люди. Алексей Степанов, Иларион Федоров, Вести Якутск.